Держбат хатырску столги жало хулача, а хорошо ты поэтому дарадza, апхера все что с басепш ичкау айпалар. Сажа саваганза сатажм там айхабача истахан минут кчум трала яхвал харашарц. Jetzt биамш и витуру латри арыц харазы. Дорогие гости, добрый день, уважаемые наши граждане. Мы подводим, наверное, некоторые, так скажем, итоги. В этом году было много круглых столов, много идей, много предложений. Сегодня мы выбрали такую тему. Я считаю, она очень актуальна. Она имеет запрос в обществе, равенство граждан и право на справедливость. Это заложено в нашей Конституции, за которую голосовал весь народ Республики Абхазия. И равенство граждан и справедливое государство записано в нашей Конституции. Да, много есть несправедливости, права граждан не соблюдаются во многих случаях, и эта тема злободневная, актуальная. Как вы знаете, государство, граждане строят для того, чтобы было общее право на общие блага, такие как здравоохранение, образование, безопасность, право на доступ к информации и много других конституционных прав. Значит, я сразу перейду к Аслану Чачурбеевичу Барцыц, руководителю политической партии «Форум народного единства». Хатырску авистра, хорошо типа, и табубха васверстохоп, яха бра айзера апхера хафтас, дарадза гуахорала. Гуахор бзела хадхкалит, избанагзер абас ейт было авистра, абас ейт было экспертра, аусура аусицура, хахазахана дара хадара бзиоба. Добрый день, уважаемые друзья, добрый день, уважаемые зрители, которые смотрят будут смотреть эту передачу. Конечно, та тема, которая сегодня заявлена, это равенство и справедливость, является такой основополагающей, столбовой, стержневой основой для любого государства. Государство, которое направлено на заботу о своих граждан, на то, чтобы жизнь в стране была поступательной, с каждым годом улучшалась. Но я хотел бы, прежде чем приступить к раскрытию этой темы, сделать небольшой экскурс, скажем так, в недавнее прошлое, в нашу историю. И я исхожу из каких посылов? Вот если не делать правильных анализов, выводов, событий, которые имели место быть в недалеком прошлом, общество не сможет развиваться, общество не сможет идти вперед. Еще страшнее ложные какие-то посылы, искаженные выводы. Ну, самый такой для нас значимый искаженный посыл, ложный посыл, это, например, то, что практически через 30 лет после победы, великой нашей победы, часть общества, определенная часть общества до сих пор не может понять и разобраться, понять, я имею в виду в кавычках, кто воевал, а кто нет. Это становится проблемой, это вызывает реакцию во всем том, что сегодня происходит. А главное, это вызывает определенные, недопонимания в идеологии, в той идеологии, которая сегодня имеет место быть. Невозможно, с малого
малая ложь порождает большие проблемы, скажем так. И вот эти проблемы, они сегодня во многом сопутствуют нашей стране, нашему государству, нашему обществу. Вот и исходя из нашего опыта и политической борьбы, и будучи в оппозиции, надо сказать, что в частности форум большей частью, если временные отрезки брать, больше находился в оппозиции, чем во власти. И тем не менее, имея и тот, и другой опыт, можно сказать, что есть определенные вещи, есть определенные факты. Кто бы как бы к ним не относился, но это наша история. И то, что значит, в 2014 году произошли события, их можно по-разному трактовать, но придя во власть, и до этого, как я уже говорил, будучи в оппозиции, были определенные программы. Это программы и понимание на реформирование страны, на то, чтобы те негативные процессы, которые имели быть место, от них надо было избавляться. И в этой связи были подготовлены ряд реформ. Я имею в виду и налоговые, и конституционные реформы, судебные, контрольная палата была реформирована. Ну, например, как маленький такой штришок, если раньше в контрольной палате избирали только председатели, то теперь избираются все. Но надо сказать, что все эти реформы, все эти подвижки, они сталкивались с очень серьезным противостоянием. Это противостояние имело разные формы. Имело такое, скажем, тихое, внутреннее иногда противостояние, но имело и другое, когда бесконечные митинги, когда бесконечные, значит, штурмы, перекрытия дорог и так далее и тому подобное, это не вносило положительный эффект, это не давало, скажем так, условно нормально работать в нормальном таком позитивном ключе, строить государство. Да, ошибки, они неизбежны, и они были, и как бы от этого никто не отказывается, и говорим мы это вслух, и общество знает. Вот. И тут уже самое главное, я хочу вот что отметить. Так или иначе, значит, была очень серьезная опора на внутренние силы, на свой народ. Вот я хочу, чтобы это все четко звучало. То есть не как сегодня, когда неверие в свой народ, неверие в свои силы, не ставя перед собой больших амбициозных задач, невозможно что-то идти, невозможно что-то двигать вперед. Если мы называем, если мы хотим и стремимся к тому, что мы строим независимое государство, тогда вот эти посылы мы ни на что не способны, мы ничего не можем, а давайте кого-то позовем со стороны. И тот, кто придет со стороны, знаете, очень интересный, да, момент, тот, кто придет со стороны, он же прямо так вот расстелится и как бы сделает все за нас. Ну, так не бывает, в эти сказки уже, слава богу, все меньше и меньше народу верит в это. И как бы, ну, эта тема, я думаю, что уже понятна практически всем. Я еще хотел бы отметить, что такие моменты, вот ряд важных моментов, вот нашей прошлой работы, будучи во власти. Я сейчас, поймите правильно, я сейчас не пытаюсь там что-то оправдать или что-то лакировать и так далее. Я говорю о тех фактах, которые имели быть место. Значит, что я имею в виду? Это так или иначе увеличение бюджета. Это то, что долги закрывались, ранее сделанные определенными людьми, которые сегодня во власти. Это создавались предприятия. Я должен сказать, что фактически
бюджет государства, он утроился. И это было не на пустом месте. Откуда это все делалось, откуда это все бралось? Это открытость, это тендеры, это доступ к кредитным ресурсам и так далее, и так далее. Это, как я говорил выше, и в налоговом, и так далее, и так далее. Вот эти все изменения, которые были, они давали, даже скромные-то эти, скажем так, по масштабам изменения, они все равно давали эффект, дали эффект моментально. То есть здесь это уже оспаривать никто не может, это записано в цифрах, это есть в свободном доступе. Более того, еще один немаловажный фактор такой, что мы хотели уравнять в районы, вот, скажем так, мы говорим сегодня депрессивные районы и более, значит, развивающиеся районы и так далее. Мы хотели, в принципе, шли к тому, чтобы эти районы уравнять, чтобы люди не чувствовали себя, значит, в одном районе хуже уровень жизни, в другом районе лучше уровень жизни. И не могу не сказать о самом, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, о самом главном таком факторе. Это была приостановлена незаконная паспортизация в Галском и части Творчальского района. Здесь надо дать однозначную оценку тем масштабам, которые, не дай бог, могли бы произойти, если этот процесс не остановился. Это фактически привело бы к развалу страны. Сказать о том, что тогда решены были эти все проблемы, это тоже будет неверно, потому что, как мы с вами видим, и сегодня отголоски есть, и сегодня есть, скажем так, вольные, весьма вольные отношения к раздаче абхазского гражданства. Ну, здесь, в принципе, вот, что вот эти процессы были, все-таки они масштабно остановлены, я еще раз повторяю, это очень важно на сегодняшний день. И что бы еще хотелось бы добавить, что вот создавая основу для нормального бизнеса, создавая основу для нормального развития страны, так или иначе, вот, допустим, один вид налога, налог на прибыль, дал фактически миллиард денег в бюджет. И вот, знаете, это опора на свой бизнес, да. И почему сегодня мы не можем вернуться, опять же, к этой теме, почему мы сегодня все время, еще раз говорю, ждем какого-то иностранного инвестора. У нас, слава богу, есть сегодня и свой бизнес, отечественный бизнес. Если ему дать достойную поддержку, если ему дать правильно, законодательство будет работать на бизнес, на страну, тогда, я больше чем уверен, у нас с вами все получится. Завершая, конституционные реформы, да, тоже как один из важных таких этапов, важных вех, это создание Конституционного суда. Ну, по-разному можно относиться, но на сегодняшний день он фактически существует. Качество работы и механизмы – это уже дело, скажем так, обсуждаемое. Это, в принципе, это все надо было развивать и надо было этим заниматься. Вот. Еще что я хотел бы добавить вот в конце своего такого, может быть, немножко сумбурного выступления. Хотелось бы добавить вот что. Я очень рад, что сегодня за этим столом присутствуют новые лица, новые, скажем так, новое поколение политиков, экономистов, специалистов, юристов и так далее. Это дает уверенность в то, что в нашем государстве дела идут не совсем, скажем так, плохо, и видя и зная работу вот присутствующих за столом коллег, могу с уверенностью сказать, что у Абхазии есть очень хорошие возможности, очень хорошие шансы стать государством комфортным для проживания ее граждан, стать тем островком стабильности, тем островком привлекательности, о которой мы мечтали вот многие-многие десятилетия, если не века.
И перед Новым годом хочется сказать всем, дай Бог, чтобы этот Новый год принес всем мира, здоровья, удачи, успехов. Чамзел, аншафный иштат, абзера койрацуны, и цахбу анша айцат, джиба бана, усуна, алцфиги бзе, ход ауса нуба, джиба гинуба, хахджиба, куфив джиба, куйнуба, абзера цухолов джиба, куфив анша айцат, чамзел, аншафный иштат и табу. Спасибо большое за приглашение, спасибо за возможность выступить. И действительно, вот когда мне сказали о теме сегодняшнего круглого стола, я понял, что тема на самом деле очень непростая. Справедливость – это важный конституционный принцип, он там прямо в Конституции у нас не закреплен, но тем не менее весь конституционный текст он пронизывает. Но я решил вот эту тему рассмотреть в плане политической справедливости. И для меня олицетворение политической справедливости в государстве является наша Конституция. Конечно, Конституция, мы сейчас говорим о реформе, о возможной реформе, и в любом случае какие-то изменения в Конституцию уже вносились после ее принятия, но мы постоянно говорим о реформе, и я был участником многих и рабочих групп, и Конституционной комиссии последней. Но мы сейчас видим, что в Конституционный суд были внесены определенные предложения, которые не соответствуют тем предложениям, которые выработаны были в рамках последней Конституционной комиссии. Для меня это стало каким-то откровением, я этому очень удивился, потому что содержание явно не совпадает с тем, что мы предлагали, особенно в вопросе, связанном с распуском парламента. Мне кажется, что это один из таких показателей того, что исполнительная власть идет не по пути распределения полномочий, децентрализации, а по пути, наоборот, аккумулирования, все большего аккумулирования власти в своих руках. Мы сейчас это видим в разных сферах. Можно и не только с помощью Конституции это делать, потому что по факту это всегда происходило. Но мы, опять же, должны понимать, что это аккумулирование власти, оно в нашем случае оно не дает нужного эффекта. Мы говорим о том, что исполнительная власть, она нам нужен единый центр принятия решений и так далее. Но этот центр, мы видим, не всегда справляется со своими полномочиями, и, скажем так, и все остальные субъекты принятия решений не всегда зависят от него, и как-то не складывается у нас такое эффективное управление, которым оно должно быть. Но и сейчас, если коротко говорить о этих предложениях, которые поступили в Конституционный суд, и Конституционный суд одобрил, то есть это дальше поступит уже, наверное, в парламент. Речь всего лишь идет о том, что у парламента является право давать вотум доверия и недоверия членам Кабинета министров, и в свою очередь при определенных условиях у президента появляется право распуска парламента. Это такой контрольный механизм. С одной стороны такая уступка, с другой стороны такой опять же в ответ на это достаточно серьезный контрольный механизм со стороны главы государства. Мы это обсуждали в комиссии, мы посчитали, что распуск парламента — это не тот механизм, который нам нужен. По сути, он делает, что ли, парламент более послушным. И мне кажется, нам совершенно не нужно такое аккумулирование власти, опять же, в одних руках. И в целом, когда я готовился, я в меньшей степени, конечно, хотел говорить о конституционной реформе. Я больше в плане, конечно, оценки тех событий, которые происходили, хотя мы говорили на прошлой встрече об этом, но тем не менее, если говорить о справедливости, политической справедливости, у нас есть Конституция, и мне кажется, что все-таки сейчас мы должны оставить ее в покое. Мне так кажется, потому что слишком турбулентный период, и я очень сомневаюсь в качестве предлагаемых поправок.
Мы видим, что ну вот этот момент, да, не зря же собрали столько людей, специалистов, которые чуть ли год не обсуждали эти поправки, чтобы затем вообще как бы мнение их проигнорировать и предложить. То есть вот этот момент, когда совещательность, консенсусность, она как бы совершенно из политической практики куда-то уходит, совершенно непонятно куда. То же самое, в принципе, и на всех уровнях. Вот ситуация с Пицундой, ситуация с энергетикой, с этими колоссальными инвестиционными проектами, гармонизацией. Все это как бы происходит изолированно, то есть решения принимаются вот этим единым политическим центром, ну, в принципе, так должно быть, но это все вопросы, которые отражаются на нас, на гражданах, и мы как бы, и власть должна видеть, что люди как бы не совсем, да, с предлагаемым содержанием, да, этих предложений согласны, и они выражают это свое несогласие, но реакция власти совершенно, мне кажется, неадекватной, потому что власть как бы начинает какой-то свой монолог, она не хочет вступать в диалог с теми силами политическими, такими же представителями народа. То есть этот монолог продолжается, нам, вот я даже вот мне интересно вот результаты сегодняшнего обсуждения, как они будут продемонстрированы, потому что с этим тоже проблема, потому что можно признать, что на самом деле у нас существует цензура в государственных средствах информации. То есть эта цензура, она же, запрет цензуры у нас существует, он же не просто так, да, был. И этот вопрос тоже надо поднять, потому что в законе о СМИ цензура запрещена. Все это сделано не просто для того, чтобы у оппозиции или у кого-то еще была возможность говорить. Речь о том, что много мнений могло бы быть представлено, да, и люди могли бы слышать эти мнения, собственно, и не быть жертвами политической манипуляции, как это сейчас происходит. Вот. И мне кажется, что да, вот сегодняшние государственные средства массовой информации, они как раз и создают условия, может, и в каком-то смысле тоже участвуют в этой политической манипуляции. Это совершенно как бы не в интересах тех принципов, которые закреплены в Конституции, да. И еще, если говорить дальше, то мне кажется, что сегодня вот основной принцип конституционной народовластия, он серьезно вот в связи с этим подвергается серьезным нарушениям. И я хотел бы вот еще на что обратить внимание, что у нас сейчас на самом деле происходит кризис легитимности власти, но он вообще как бы характерен для многих периодов, да, нашей власти. Это не только с этой властью происходит, но действующая власть, мне кажется, она не совсем задумывается над этим кризисом. Мне кажется, что она, наоборот, она понимает низкий уровень легитимности и как бы исходя из этого она продолжает свою политику. И мне кажется, что здесь есть все тенденции скатывания вот к авторитаризму. И мы видим, что усиливается влияние органов безопасности. Мне кажется, что вот такая политика запугивания тоже имеет место, если вот вспомнить, каким образом проявляет себя сейчас служба государственной безопасности. С государственными СМИ тоже мы видим, что происходит. Я не знаю, вы, наверное, в курсе, когда там большей лояльности требуют. И сейчас, собственно, вот это вот предложения эти конституционные, которые еще серьезнее, они вот эту роль исполнительной власти выделяют. Наш путь, мне кажется, все-таки, я не знаю, можно это обсуждать, это все-таки децентрализация и ослабление такого влияния, да, и пронизывания исполнительной властью всего и вся. Это нормальный процесс, и нам, мне кажется, он необходим, и особенно на местном уровне, и надо думать о возвращении выборности местных глав администрации. Для нас вот мы как бы видим, что централизация, она как бы ведет к авторитаризму, а авторитаризм, он у нас исключительно вот синоним произвола и коррупции.
Мы на самом деле как бы должны спокойнее относиться, потому что я помню, что и какие-то вопросы я озвучивал и на Конституционной комиссии, и у нас совершенно результат обратный вышел, и как бы я и недоволен теми результатами, которые мы предложили, потому что мы опять же предложили централизацию, хотя потом некоторые коллеги уже кулуарно говорили о том, что на самом деле вот с учетом текущих тенденций это не совсем правильно, да. И я думаю, что нам не нужно, у нас есть Конституция, у нас есть вот эта вот практика, когда не практика, а вот этот вот дух свободы в обществе, и я думаю, что вот это вот распределение полномочий, оно вполне приживется, оно будет естественным, и тем более у нас опыт когда-то в свое время был. И, если говорить о вот этой вот вертикальной, да, сверху вниз распределении полномочий, но еще необходимо все-таки подумать о том, как вот на верхнем уровне необходимо распределять власть. Мне кажется, это тоже очень важно, потому что у нас сейчас во многом вот эти контрольные механизмы, которых упоминали, и та же контрольная палата, и тот же Конституционный суд, и уполномоченный по правам человека, вот эти вот очень важные механизмы. Даже если наделить их, и даже если как бы их отделить так от влияния исполнительной власти, это даст на самом деле колоссальный эффект. Но сейчас у всех либо они под серьезным влиянием находятся, либо у них есть какой-то потолок, который они всегда ударяются головой, то есть дальше они просто, у них нет каких-то свободы действий, да, то есть они очень сильно ограничены. И все это, конечно, мне кажется, искусственно, хотя я знаю, например, уполномоченная по правам человека, она пытается как бы поменять. Но вот то же самое и контрольная палата касается, которая направляет материалы в Генеральную прокуратуру, но никак не может дождаться реакции. И мне кажется, что вот политическая справедливость, которая заключается в том, чтобы власть она была достаточно демократична, чтобы она как бы и не только в одном месте концентрировалась, чтобы работала эффективно. Она, конечно, в свою очередь, и я думаю, что создаст условия для социальной справедливости. Если власть будет более децентрализована, то туда легче как бы профессионалам, специалистам попадать, и они не будут через какой-то жесткий фильтр проходить все время и на лояльность или нелояльность. И тогда, мне кажется, возможность будет для более эффективного управления. Более эффективное управление, естественно, создаст возможности для социальной справедливости. Это вообще отдельный тяжелейший вопрос. И тут, конечно, есть факторы вроде нашей частичной признанности, которая, она очень серьезно нам мешает, собственно, встать на ноги, несмотря на всю помощь. Хотя мы знаем, например, что вот это софинансирование в области заработной платы, оно тоже до 2025 года. То есть тут у нас очень много проблем впереди. В принципе, больше я, конечно, не о решениях, а о проблемах сказал. Но главное, с моей точки зрения, это вот децентрализация власти, распределение ресурсов, а не наоборот их концентрация. И мне кажется, вот в таком случае вот этот важнейший принцип наш конституционной народовластия, он проявит себя и он даст результат. Спасибо. Я хочу поблагодарить, Саид, большое спасибо. Я могу подтвердить, вот в качестве вот этого слишком централизованная у нас система, вот сейчас по бюджету это очень видно. Такое впечатление, знаете, что бюджет готовили одни люди, а у депутатов совершенно другие взгляды, и плюс бюджет готовился фактически в закрытом режиме. То есть, для примера, проект бюджета Российской Федерации висит на всех сайтах, включая Госдуму. И спокойно все можно прочитать и ознакомиться. И разный подход в политике. То есть вроде бы и исполнительную власть, и законодательную власть избирает народ, но подходы, например, из выступления Дмитрия Маршана, я его полностью понимаю, поддерживаю, когда
например, крестьяне, это, которые составляют половину страны, из более чем 6 миллиардов им выделяют там в районе 100 миллионов. Это вот это есть отношение, и вот это есть несправедливость и в распределении ресурсов. И, естественно, для того, чтобы вот это сбалансировать, я полностью согласен, нужна децентрализация, потому что депутатов народ избирает, но министров-то не избирают, их назначают. И получается, министры некоторые чуть в отрыве, да, от той реальной политики, которую ждет народ. Поэтому и Славн Чачурбеевич поскромничал, не сказал, и предлагалась конституционная реформа по другой системе выборов в народное собрание. Я сегодня, к сожалению, буду без предложений. Да, конец года, просто хочется какие-то вещи озвучить, которые не только меня волнуют, они много кого волнуют. И что касается, я с Саидом полностью согласен, лучше сейчас на данном этапе нам нашу Конституцию не трогать, хотя к ней тоже там есть много вопросов, и в ней тоже много заложено таких авторитарных моментов, но когда к власти нету доверия, к тем, кто принимает решения, конечно же, не хочется, чтобы эти люди вносили какие-то изменения. Тем более все это проходило в закрытом варианте, даже вот представитель комиссии. То есть там, я как понял, какой-то получился подлог. То есть вы какое-то одно решение приняли, а представили другое решение. Но вот эти наперсточные схемы работы особого доверия, конечно, не увеличивают доверие к власти, так скажем. И эти методы, я считаю, они противоречат не только там принципам справедливости, да, они вообще нашим абхазским принципам противоречат. Когда ты что-то хорошее хочешь сделать человеку, и тем более многим, ты как бы и не будешь это скрывать. Да? Они вот так тихо, скромно хотят какие-то вещи, которые входят там в интересах, может быть, сейчас 0,5% населения Абхазии. Я думаю, где-то так. Вот сегодняшняя ситуация, если искать какие-то примеры там, в истории человечества, мы же не уникальные какие-то, у нас какие-то процессы, которые проходили много где. Вот мне сегодняшняя Абхазия напоминает Кубу времен Батисты. Когда было абсолютно нищее население, и строили 5-звездочные отели. Кто строил, там в основном, кстати, вкладывались представители американской мафии. Была прослойка местной власти, была сильная охранка, так скажем, служба безопасности, было бедное население и были вот эти так называемые инвесторы. Чем это закончилось, мы прекрасно помним. Закончилось кровавой революцией. Я не сторонник революции, но есть какие-то вещи, которые я считаю неприемлемые. И когда они нам говорят, что какая-то там 100-этажная гостиница в Гагре улучшит жизнь мою или там жителя села Паквач, но это же вранье, мы же понимаем, что это никакое отношение к экономике не имеет. Да? Потому что вот сегодня в той же самой Доминикане стоят очень крутые 5-звездочные гостиницы, а при том население нищее. То есть жители Доминиканы, они или горничные, или охранники, или еще профессии, которые я не хочу озвучивать, которые вслух в приличном обществе не называют. Я такую участь для себя, для своих близких, для своего народа не хочу, чтобы мы были там горничными или там охранниками. И вряд ли, так скажем, люди, которые нами управляют, такую участь готовят к своим детям. То есть это как бы это для нас готовят, я так понимаю. И в этом смысле вопросы социальной справедливости, они в первую очередь начинаются в экономике. Это экономический вопрос в первую очередь, социальная справедливость. И я не говорю о том, что уже много лет мы говорим, что у нас законы работают на всех по-разному. Но я считаю, это симптом вот нашей социальной, в первую очередь, несправедливости. Когда у нас есть класс неприкасаемых и людей, которые их там как-то обслуживают, и есть все остальные, для которых закон часто работает, на них закон не работает. И также, как создавать у нас какие-то олигархические структуры, кланы, это тоже у нас не увеличит социальную справедливость. Я считаю, что государство, власть должна заниматься не проблемами инвесторов, потому что я вот смотрю за выступление президента и многих наших руководителей,
есть такое понятие, это контент-анализ, когда вот проводят, берут, условно говоря, там массив, большое количество данных текстов, и, к примеру, там выводят какие-то ключевые слова, которые чаще всего произносятся. Я вот думаю, если мы вот за эти 2 года контент-анализ проведем, и самое частое слово будет несправедливость, не народ, а самое частое слово будет инвестор. Я не против инвестиций, но это часть работы государства, но не основная его функция. Есть еще мы, граждане, у нас в Конституции прописаны, там, у нас право на медицину, на образование, ту же самую справедливость, на безопасность. И вот одно из проявлений такого подхода наш вот проект бюджета, по-моему, первое чтение прошел. Да. Где-то на развитие там ничего нет, там в основном обслуживание там, чиновников, силового аппарата, тоже как это, ну, можно расценивать, как вот Саид и сказал, кризис легитимности налицо, это каждую нашу власть преследовал, там, начиная, я думаю, где-то со 2-го года и такое резкое падение. И они прекрасно понимают, что у них кризис легитимности, который можно компенсировать только какими-то силовыми методами. Там. Это такая логика слабого, всегда такая, опираться на физическую силу. Потому что человек, власть, которая делает правильные шаги, ей в принципе защита не нужна, тем более от собственного народа, и не надо там огромные деньги вкачивать в силовые структуры. Мы это прекрасно понимаем и можем и изучать опыт, в первую очередь, там, стран СНГ, как это все происходило. Да? У нас, к сожалению, ничего нового не происходит, благодаря каким-то, может быть, возможно, нашим национальным особенностям у нас это все сглажено происходило, намного мягче, чем во многих наших странах, соседях по Советскому Союзу. И хотелось бы, чтобы мы чаще говорили о важных вещах, если власть... Всегда, когда человек публично говорит, он говорит о вещах, которые на самом деле его волнуют. Да? Если нашу власть волнуют инвесторы, мы чаще вот говорим о справедливости, о таких вещах, потому что мы находимся здесь на земле, мы сами обычные люди, общаемся с обычными людьми, знаем их проблемы. У них там проблемы другого порядка, там какие-то проекты. Я не могу представить, чтобы, к примеру, в какой-нибудь развитой европейской стране, да, был бы инвестпроект, который был больше их бюджета. Это же нонсенс. Вот у нас инвестпроекты, которые вот превосходят вот, суммами наш бюджет, один проект. О чем это говорит? Мы куда-то не туда свернули и едем по этой дороге, которая непонятно куда нас приведет. Да. 60-х. Да, и при том и в итоге никакого развития у нас не происходит, ни системы образования, ни здравоохранения. Мы деградируем. На самом деле мы деградируем в экономическом смысле. Мы не имеем доступ к хорошей медицине, хорошему образованию. У них этот доступ есть, они как бы, это не их проблема. И важный тоже момент по поводу и международное признание, тоже один из факторов деградации. То есть мы сегодня изолированы от мира, это тоже особо нам не помогает, мы только занимаемся деградацией, в отличие от Косово. Да, у Косово, у нового государства, у которого там исторических обоснований своей там, легитимности как государства намного меньше, чем у Абхазии. Но Косово ведет работу, Косово сейчас подает заявку в Европейский Союз. Активно страны, которые занимаются своим развитием, они во всех направлениях работают. В экономике работают, в здравоохранении, в праве. Пытаются стать частями каких-то важных международных институтов. Мы вот какое-то создали непонятное вот болото, и мы не ведем себя как государство ни внутри, ни внешне. Если эту политику не менять, моя цель не заключается в том, чтобы просто власть обвинять. Я критически ко всем властям в Абхазии относился, и каждой по-особенному относился. У каждой были свои многочисленные минусы и малочисленные плюсы. Но сейчас то, что происходит, я считаю, вот все ошибки абхазских властей до этого, да, мне кажется, вот сейчас они сейчас все повторяются. Если там раньше было как-то частями распределено, такая власть, одна власть там
такие минусы имела, другая власть, а вот сейчас все это аккумулируется, все ошибки повторяются, на все грабли уже наступлены, и плюс и какие-то у нас новые веяния появляются, мы страна вот такая, рай для инвесторов. То есть инвесторы, наверное, на тот свет будут попадать, в Абхазию тоже. Вот что мы создаем. А для нас это, к сожалению, не рай. Что много на самом деле есть о чем сказать, и время не буду занимать. Вопрос справедливости, я считаю, он намного важнее даже экономического развития. Это вот мое стойкое убеждение, то, что люди, если ты живешь в справедливом обществе, где все на самом деле равны, то люди на многие вещи готовы как-то и закрывать глаза, и все равно какой-то консолидация это общество может привести, и настроение в обществе будет хорошее, люди будут себя более счастливыми чувствовать. Я считаю, это намного важнее, чем там какие-то сиюминутные блага, которые там, не знаю, там от экономический кризис и этого нету. А вот это отношение, справедливость, это то, что должно сохраняться и на долгие годы, и на многие поколения. Сейчас Новый год скоро, хочется как-то больше на позитиве. Потенциал есть? Я считаю, вот мы современное поколение, да, все-таки у нас были другие условия развития, чем, скажем, у партийной номенклатуры, которая нами сегодня правит. Да, мы сформировались в независимой Абхазии, мы другое образование получили, более адекватное времени получили образование. Мы там не изучали по 10 лет марксизм, ленинизм и в комсомолах не состояли. У нас другое видение, я считаю, как и мое поколение, есть там современные технологии, мы должны какие-то современные методы управления, которые мы изучаем и видим. А люди, застрявшие там в 1984 году в период вот этой бешеной советской коррупции, которая в итоге Советский Союз и уничтожил, они вот сейчас, вот эти методы у нас применяют, это кумовство, непотизм, все эти методы. Так что я считаю, что мы даже если захотим, не сможем быть такие. Понимаешь, это вопрос. Мы разные виды. Мы же не можем сравнить там кошку с собакой, это же разные. Да? Поэтому, конечно, мы... Надежда есть. Надежда? Это единственное, по-моему, что у нас есть. Отгур всегда отличался такой яркостью и, не знаю, интересными докладами. Мы всегда ждали его с нетерпением. Сегодня он тоже нам создал такое предновогоднее настроение, не подвел нас в ожиданиях, но тем не менее слова все были верными. Я, в принципе, практически со всем согласен. Что хочу немножко поговорить о вопросах, которые мной, скажем так, которые мне известны из моей практики. Вопросов несколько. На самом деле в обществе в последнее время подогревается мысль, вот как говорили предыдущие докладчики, о том, что нам необходимы инвесторы, о том, что та или иная отрасль пришла в упадок, и без инвестора или инвестиций мы сами не в состоянии ее ни восстановить, ни эксплуатировать. Поэтому хотел бы в первую очередь вас затронуть кадровую политику, и потом поговорить про непосредственно сами инвестиции. Давным-давно говорят, что кадры решают все. На сегодняшний день в Абхазии все назначения на руководящие должности происходят не из профессиональных качеств, а из лояльности к действующему руководству. Основное положительное качество кандидата сводится к его преданности к действующей власти. Причем эта преданность не всегда носит постоянный характер. Я думаю, тут немножко пошучу в духе Отгура. Все мы знаем про такой знаменитый фильм, как «Свадьба в Малиновке», и про классику смены своей лояльности действующему режиму. Я, в частности, согласен, я немножко попытался в духе. Я, в частности, согласен про партийное образование, про то, про что говорил Отгур. Мы сделали самое главное, наша республика, мы отстояли свою независимость, мы победили в войне. Победили ее наши отцы, деды, наши братья ценой своего здоровья и зачастую своих жизней. И забывать это не стоит, потому что на сегодняшний день у нас складывается как раз атмосфера этого партийного образования, когда мы привыкли, скажем так, в кавычках, хулиганить,
Но за нас эти проблемы потом, которые мы создаем, кто-то сверху решает. Надо научиться нести персональную ответственность. И проблемы зачастую из этого и возникают. Так вот, вот эти кадры, которые решают все, они работают так, что наше общество на сегодняшний день морально готово к тому, что мы в принципе не нуждаемся ни в какой государственной собственности, ни в объектах туристической направленности. Ну, допустим, один из ярких примеров, если взять, так сказать, примером ненужного предприятия, это компания «Абхастоп», которая за все свое время деятельности, благодаря грамотному менеджменту, сделала все, чтобы мы уже, сознание наше было готово к тому, что оно нам не нужно. Не могу, конечно же, не обойти уже всеми нами выстраданное и наболевшее, это Черноморэнерго и энергетику. Надо признать, что все проблемы энергетики создавались не сегодня. На протяжении последних 10-15 лет, то, что вижу я и мои товарищи, деятельность наша, деятельность руководства в те или иные времена на этом предприятии подводила нас к тому, что мы понимаем, что энергетику надо передать во внешнее управление. И вот тут заходит речь об инвестициях. Ну, инвестора нам рисуют как спасителя нашего предприятия, а еще... Полумифическое существо. Ну, про рай, как это, я уже слышал. Да, вот. И благодетеля нашего общества, для нашего общества. Все-таки я, наверное, не так, может быть, грамотно, как экономист, распишу значение слова «инвестор», но, наверное, это все-таки лицо или организация, размещаемая свои капиталы с целью извлечения из них какой-то прибыли. Инвестор, задача инвестора – заработать денег для себя, а не отдать их нам. Я понимаю, что привлечение инвестиций в экономику – это возможность увеличить темпы роста нашей экономики и увеличить темпы роста развития. Но необходимо помнить, что за каждые инвестиции всегда приходится платить по счетам. Я понимаю, что инвестиции нужны, но также я бы хотел, чтобы мы не романтизировали эти инвестиции и этих инвесторов, рисуя их как людей, которые отдают нам последнюю рубаху. Мне кажется, это очень важно. Также я считаю важно, чтобы наше руководство нашего государства рассказывало обществу об успешных инвестпроектах и не рисовало только нам розовые перспективы. Цвет ничего не имеет значения, кстати, я хотел бы это тоже. Мы всегда видим в цифрах, которые нам озвучивают, какие-то вот призрачные перспективы. И вот как раз про наших соседей, да, в том числе и стран СНГ, я недавно буквально где-то слушал комментарии президента Белоруссии, когда, если я не ошибаюсь, вице-премьер рассказывал о темпах роста экономики и о том, как все хорошо в государстве происходит, на что президент этой республики, оборвав его, сказал ему, тут цитировать полностью не буду, но в формате, что мне все равно на темпы роста, но мне надо людей накормить. А темпы роста, к сожалению, намного ниже, чем темпы роста инфляции. Поэтому, помимо того, что нам рассказывают цифры, хотелось бы понять, как они сказываются на качестве роста образования, вот медицины, про что говорил Атгур, как они сказываются на росте заработной платы учителей, врачей там, и прочих социально, скажем так, сегодня незащищенных слоев населения. Вот, поэтому, возвращаясь к энергетике, на мой взгляд, это последовательный ряд шагов, когда управляющие кадры принимают неверные решения. Одно из ярких примеров – это привлечение специалистов из-за рубежа для работ по Очегварской высоковольтной линии. Мы все с вами стали энергетики, каждый уже, по-моему, знает, не знаю, как правильно сказать, до киловатта или до килограмма, что иногда наши, кстати, чиновники путают некоторые значения этих слов. Вот. Какому он принадлежит какой он принадлежит высоковольтной линии и как на нем скажется отключение той или иной, соответственно. Поэтому, на мой взгляд, вот как раз привлечение специалистов из-за рубежа для работ по подвесу и замене и подбору необходимых
материалов, таких как линия электропередачи, привела к тому, что на сегодняшний день мы имеем неработающий участок этой высоковольтной линии и проблемы, соответствующие всему этому. Вот. То, что мы слышим, да, мы говорим о цифровизации, мы все понимаем важность этого аспекта, мы понимаем, насколько нам это нужно и насколько это поможет нашему обществу в увеличении, в улучшении качества ее жизни. Но мы не понимаем, почему до сих пор не налажен коммерческий учет электроэнергии. И не только у конечного абонента. Почему, допустим, на сегодняшний день не налажен учет генерации и транспортировка этой электроэнергии по территории всей республики. Все данные, которые мы получаем на сегодняшний день о генерируемой электроэнергии, о потерях на высоковольтных линиях, о нагрузках на тех или иных подстанциях, они носят условный характер, зачастую условных экспертов. Я хочу здесь подчеркнуть один момент. Я знаю, я уверен в том, что сегодня в республике присутствует достаточное количество специалистов, которым можно дать возможность проявить себя и наладить грамотную работу и учет той же самой электроэнергии, в первую очередь в той же самой энергосистеме. Соответственно, если у нас не налажен учет, то и сборы у нас вытекающие. Вот. Ну и, наверное, последнее, постараюсь кратко, в духе новогоднего настроения, как Адгур тут недавно говорил, это как раз-таки вопрос цифровизации и справедливости. Это тема из моего личного опыта. Наверное, вы все знаете, что моя компания, наша компания, в которой мы уже порядка 6 плюс-минус лет занимаемся проектом безопасного города, можно назвать безопасной страной. На сегодняшний день нами установлено порядка 1400 камер видеонаблюдения на территории всей республики. К чему я это рассказываю? К тому, что нам удалось построить тесное взаимодействие с правоохранительными органами. Мы, очевидно, видим результат нашей деятельности. Это сотни, наверное, уже и тысячи, я, наверное, буду не голословен, это могут подтвердить все вот как раз правоохранительные службы, сотни, а то и тысячи предупрежденных правонарушений. К сожалению, без совершенных тоже не обходится, но и также в раскрываемости этих правонарушений наша система видеонаблюдения очень сильно помогает. На протяжении этих 6-7 лет, пока мы занимаемся этим проектом, на всех площадках нашего государства, будь то министерство, ведомство, какие-то службы, обсуждается вопрос этого безопасного города. Очень символично, кстати, меня сейчас подсвечивают, как раз в духе моего диалога. Интересно то, что во всех этих обсуждениях постоянно звучит вопрос необходимости привлечения инвестиций и инвесторов именно в этот проект. Нас удивляет, что несмотря на то, что нами реализован такой большой проект, и реализован он за счет сил и средств нашей компании, скромных сил и средств, я хотел бы подчеркнуть, мы при всем при этом ищем кого-то извне. Я вот тут, наверное, хотел бы подчеркнуть один момент. Наверное, мы вот себя как инвесторы не ведем, да? Мы пытаемся этот проект, мы его не рассматриваем как коммерческий проект, а рассматриваем его как граждане республики, которые считают себя патриотами и на деле доказывают этот вопрос. И у меня такой вопрос. Вы представляете, вот мы, исходя из своих скромных сил и средств, чего добились? А даже если при небольшой помощи государства, какой мог бы быть из этого эффект? Вот я считаю, это мог быть пример успешного государства и государственно-частного партнерства. Но почему-то этого мы избегаем. Мы в законе об инвестиции забыли, что у нас присутствует такой термин, как внутренний инвестор. Причем, что здесь не рассматривается вопрос коммерческой выгоды. Мы ищем везде инвестора извне. Ну и, наверное, на этом я, пожалуй, завершу. Резюме моего доклада. Это хотелось бы подчеркнуть тот факт, что это все, что мной было сказано, это я не хотел бы, чтобы воспринимали как, хотя тяжело, наверное, это сделать, потому что, как сказал Саид, любые слова, которые не сочетаются с мыслями и фабулами, озвученными в любом докладе любого чиновника действующего государства, уже являются оппозиционно направленными. Но тем не менее, мои слова – это не критика в адрес определенных лиц, или действующих, или бывших у власти. Это всего лишь, к сожалению, констатация происходящего за последние 20 лет.
И в продолжении того, что было сказано докладчиком первым, хотел бы поздравить всех, тем не менее, с наступающим Новым годом, пожелать всем здоровья и веры в то, что мы все сможем сами. Я уверен в этом. Спасибо большое. По поводу огромного потенциала наших граждан и огромного интеллектуального потенциала. Вот хочу поблагодарить депутатов Народного собрания. Они, значит, благодаря запросам получили некоторые статистические данные, которые уже год, кстати, тоже не вывешиваются. Не знаю по какой причине. И, значит, вот приехали в этом году, вы знаете все, очень много туристов, хотя Министерство по туризму почему-то дает оценку, что сезон был хуже, чем прошлогодний, цифры говорят об обратном. Но в то же время, когда идет огромный и резкий рост количества туристов, наше промпроизводство, я глядя на цифры, очень удивился. Они справились, они выпустили больше, намного больше продукции. Ну вот, чтобы вы имели представление, за 9 месяцев прошлого года было выпущено продукции на 4 миллиарда 100 миллионов. В этом году продукции было выпущено более 5,5 миллиардов рублей. Это сделали наши люди. И в производстве вина, водки, лимонадов, воды, подлива им кондитерских изделий практически присутствует наш национальный капитал, основные владельцы наши граждане. И я бы тоже вот в поддержку ваших выступлений говорил, не надо какие-то мифы под инвестора придумывать. И тем более по законодательству вся прибыль будет уходить из страны, народ ничего не получит. Ничего. Это факт, это законы такие. И если это кого-то устраивает, я думаю, наш народ это не устраивает. Раздел прибыли – это серьезная тема, законодательство требует изменений. И, конечно же, тяжелейший вопрос, и меня за это много предпринимателей критиковали, справедливо критиковали, это доступ к деньгам с низкой ставкой на длинный срок. Мы должны обеспечить доступ наших граждан к деньгам. Иначе, значит, той же справедливости мы не добьемся, и, естественно, доверие граждан будет далее подрываться к созданному с руками граждан государству. Я хочу сразу далее передать слово общественному деятелю Лаши Шамба. Спасибо большое, Ахрашодович. Приветствую всех. Собираясь сегодня на наш круглый стол, я встречался, разговаривая с нашими гражданами, с нашими людьми. Они постоянно просят, даже в социальной сети, если в интернете комментарии почитать, они все говорят о том, можно более для нас понятным, грубо выражаясь, языком для народа поговорить о проблемах, связанных с такими отраслями жизненно важными, как энергетика, здравоохранение, тоже та же проблема с водоснабжением, проблема, которая остро сегодня у нас стоит по поводу дорожно-транспортных происшествий, где мы теряем наших граждан. Это такие самые важные внутренние проблемы, которые в нашей республике остро стоят. И знаете, такой стереотип сложился, и такое мнение уже у всех, в принципе, утром сегодня, когда сегодня или завтра, и всегда, когда встаешь, первым делом открываешь, когда глаза, сразу думаешь, а что сегодня у нас, какая острая проблема будет стоять наряду с теми существующими, потому что сложилось так, что никакого просвета люди не видят. Люди не видят, и в связи с этим, что хочется сказать, естественно, от этого надо уходить. Я считаю, что, естественно, говорить и о законах, и о каких-то
реформах. Я согласен с Адгуром о том, что в Конституцию сегодня в изменении влазить вообще нет никакой необходимости и надобности, потому что сегодня, грубо говоря, я так, когда выступаю, в основном пытаюсь критиковать действующую власть, потому что я никаких изменений не вижу и доверять там, людям, которые сегодня занимаются работой, в основном тем, что более такая, я вот смотришь, не работа правительства, там, а как будто организация или предприятие какое-то, где в основном маклеры сидят, работают, и все надо отдать, все надо продать. У меня совсем другое мнение, и люди наши так не считают. Ну, хотелось бы сказать, что коснуться тему проблемы в нашей энергетической отрасли, по моему мнению, проблемы, они с чем связаны? Изначальная проблема в том, вот Дмитрий как раз говорил, это подбор кадров. У нас почему-то назначение, да, как-то назначают людей, он чей-то брат, чей-то сын, родственник, там фамилия большая, или там по критерию просто вот он хороший парень. Ну, вы меня извините, просто хороший парень, может, он не энергетик, допустим, может, он в другой сфере может себя найти и помочь обществу и республике. А когда до таких должностей, я говорю о Черноморэнерго, когда на такой должности не работает профессионал, да, человек, который должен иметь специальное образование. Помимо образования он должен иметь и опыт работы, длительный опыт работы. Я считаю, что помимо того, что вот некомпетентный, там, допустим, человек представляет такую отрасль жизненно важную, да, когда его назначают на должность, в этом и есть такая малая часть, там, такой, знаете, с коррупцией связанная, потому что человек, когда он не имеет собственных убеждений, когда он не может свободно мыслить и не развивать то, что ему надо по его работе, то, естественно, начинается влияние денег, и он не понимает, как и на что правильно потратить деньги. Может, где-то надо сэкономить, может, действительно надо где-то что-то подороже купить, да, и он не понимает, и эти деньги начинают палить в воздух, и непонятно, куда они начинают уходить. И я считаю, что нужен подбор кадров, каждый должен заниматься тем, чем он умеет, идти работать туда, где он может реально принести пользу. И очень, знаете, удивительно для меня слышать такие речи, когда многие наши чиновники говорят: ну что вы от нас хотите, проблема же в энергетике, она же не сегодня появилась. Да, мы все прекрасно знаем, она не сегодня появилась, но таких проблем, как сегодня, катастрофического характера уже сегодня, таких у нас не было. Вот недавно я слушал интервью, вот здесь Александр Цышба сидит, депутат 6-го созыва, он более четко и понятно и внятно разложил и объяснил по поводу энергетики и того же перетока, да, из Российской Федерации, который мы получали. Раньше мы знали о том, по какой стоимости мы его получаем, и что он, и как оплачивалось потом это с инвестпрограммой. А сегодня мы этого не знаем. Президент наш говорит о том, что мы так получаем, нам чуть ли не подарили переток. Я в такие сказки не верю, знаете, в жизни так не бывает. Это там может родственники, там брату что-то подарить, а партнеры друг другу не дарят, они работают на взаимовыгодных условиях, и что-то в этом есть заложено. Ну, наверное, скорее всего, вот это привлечение инвесторов. Я хочу, чтобы каждый понимал, Российская Федерация – это стратегический наш партнер, и мы за все благодарны и всегда будем поддерживать. Но у нас есть свои собственные убеждения, которые, я считаю, что надо уважать, и в первую очередь это должны понимать наши руководители. Хотел бы еще, касательно водоснабжения, в принципе, я считаю, что здесь есть взаимосвязь, постоянно сидеть с верными отключениями. Вот мы сейчас уже здесь сидим, уже 2 раза свет отключили. Какие у нас насосы водяные, какие они будут работать, какое давление они будут выдерживать. У нас постоянно многоэтажные
дома квартирные без воды сидят, потому что пока это давление накачается, там люди начинают уже с ума сходить. Надо подумать о людях. Вот наша тема равенства граждан и право на справедливость. Никто большего не просит. Кому что надо, он сам для себя заработает, своей семье принесет. Но когда люди избираются на руководящие должности, когда они идут работать в правительство, они должны понимать, что они идут туда по найму. Их туда народ привел на определенное время, они туда не домой к себе пришли, они пришли работать для всех. И я считаю, что надо думать о наших граждан и более простым народным, таким, знаете, языком с ними разговаривать, потому что сложилось такое сегодня у них неверие, они никому не верят, никому не доверяют. Это все связано, и не хочу никого обидеть, и с бывалыми нашими такими политиками, знаменитыми, которые красивые фразы, умные речи говорят, а за делом ничего не стоит. И люди остаются со своими проблемами. И я никогда не думал, что я свою жизнь свяжу с политикой. Никогда не думал. Всегда ждал, что вот что-то произойдет. Ну, решил взяться за это дело и поспособствовать там, где я смогу принести пользу своим гражданам, нашим людям, для более упрощенной, как можно, если так выразиться, жизни. Понятно, что в полном объеме в жизни никогда ничего не получается до 100% результата довести. Но мы будем работать, мы будем улучшать жизнь, и те люди, которые говорят, что мы абсолютно ничего не можем, что нам нужна помощь, я категорически с этим не согласен, потому что мы вспомним, через что пришлось пройти нашим братьям, нашим сестрам, нашим старшим, да, они прошли такое тяжелое время, они прошли войну, вот тогда было страшно, вот тогда было опасно, а сегодня мы живем, и мирное небо у нас у всех над головой. И я считаю, что мы удивим тех людей, которые говорят о том, что мы не можем. Мы еще их удивим, у нас обязательно все получится. Мы справимся. Вот я сегодня здесь сижу за столом с такими ребятами, где сидит юрист Саид Гизердава, которого очень приятно всегда послушать, и который реально человек конкретные идеи предлагает, и от Гурла Агвилава, Дмитрий Халбат, очень приятно, это на самом деле дорогого стоит, у нас есть куда развиваться, и слава Богу, впереди у нас только хороший, светлый путь. Соцопрос был по поводу повышать штрафы на нарушение правил дорожного движения. Я сказал о том, что я категорически против этого, и я так посмотрел, что люди тоже были против. Почему у нас, как решить какую-то проблему, но у нас обязательно надо что-то взять и на все цены повысить. А хорошо, ради Бога, повышайте цены, но тогда подумайте о пенсионерах, там, повысьте пенсию, те же зарплаты, у нас там средняя зарплата там, 10 тысяч рублей, нам везде все пытаются везде добавить, прибавить. И касательно дорог, я считаю, что не штраф надо повышать, а надо вести конкретную работу по выявлению фактов. Я не берусь осуждать работу нашего ГАИ. Ребята реально работают, они стараются, но она недостаточна. Плюс я уверен, что в МВД и в сотрудников наших ГАИ у них есть определенные сводки, и тех людей, да, любителей, можно сказать, такого скоростного режима, которые любят полихачить, погонять. Я считаю, у нас и статистика есть, и по таким людям надо поработать, и по гражданам, которые в наркотическом опьянении пребывают. Я думаю, в МВД есть и такая статистика, и побольше работать по выявлению фактов. И у нас катастрофичные цифры, я думаю, что и от этого мы уйдем. Каждый должен понимать, что от нас очень многое зависит. Я благодарю всех, спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо за твою веру. Надеюсь, она
твоя вера в свой народ, в свою страну, нашим гражданам передаться. В свое время, значит, один из древнеримских юристов, я, может быть, сейчас имя точно Ильпиан, который сказал, что юстиция – это правда и справедливость. Но это, знаете, как есть постоянная непрерывная воля воздавать, значит, справедливости. Это, значит, право наших граждан на свою справедливость и свое право на существование. Если говорить о таком понятии, как гражданин, это те жители, которые проживают в этой стране, естественно, которые подчиняются законам этого государства, в котором проживают, и где государство обеспечивает права и обязанности их. И это очень важно для любого государства, принцип равенства и справедливости поддерживать. Ну, вот здесь очень много было выступлений, на самом деле хочу отдать должное многим вот здесь сидящим, выступающим. На самом деле очень много вопросов затронули. Ну, я долго не буду занимать времени, просто скажу такие моменты, затрону. Вот даже касаемо, сейчас всем знаем прекрасно, актуальная очень тема этой энергетики, которая вообще обсуждается, наверное, каждым нашим гражданином нашего общества, но тем не менее, вот просто затрону тот вопрос касаемо повышения, значит, ставок за потребляемую энергию физическим и юридическим лицам. Вот здесь вот Лаша очень четко до этого заметил правильно. С одной стороны, мы поднимаем эти тарифы, а с другой стороны, где справедливость? Они не поднимаем ни пенсии, ни зарплаты. Для многих наших граждан будет очень сложно выплачивать это потребление. Во-вторых, наши граждане такое же имеют право требовать поставляемую, скажем так, товар или услугу качественную, потому что, опять же, это тоже этот вопрос. Немножко коснусь энергетики. Вы знаете, еще будучи, когда мы были депутатами, лично у меня складывалось такое мнение, что как будто его умышленно, эту энергосистему, доводили до такого состояния, знаете, как вот в Российской Федерации во время 90-х годов, когда нужно было предприятие доводить до банкротства, до состояния, потом его выставлять на торги и продавать. Тем не менее, просто еще раз вот хочу сказать, что наша задача в том, что сегодня мы все, вот здесь не только все граждане, являемся собственниками своей энергосистемы. И когда мы ее, я не хочу просто повторяться, когда она уйдет в другие частные руки, поверьте мне, это иллюзия, что здесь что-то будет очень такой рай необыкновенный у нас с поставками электроэнергии. Это одна тема. Во-первых, хочу еще сказать одну вещь. Сегодня та ситуация, которая происходит, вот здесь вот Юрий Саид Гизадав подметил очень правильно. Знаете, решение этих вопросов у нас, они всегда будут, возможно, и даже и не с этой властью, с другой властью. Но самое главное, чтобы нашему обществу садиться и решать эти вопросы открыто, не кулуарно принимать решения, потому что для большей части нашего народа потом становится неизвестным, а это где подписано, когда подписано, в какое время. Поэтому и вот тему нашего как раз вот сегодня стола это вот равенство и справедливости. Ну просто хочу еще подметить один такой момент. Сегодня вот есть такое, знаете, уже эта система отработана во многих странах мира, особенно после Второй мировой войны, когда уже те страны понимали, особенно сильно экономически развитые, они понимали, что сегодня не надо никуда идти с войной, надо правильно находить в той стране людей, брать в собственность это энергоресурсы, готовить для них якобы такие звездные, знаете, расписывать программы по развитию и так далее. Я вам честно скажу, вот по гармонизации у меня очень много вопросов есть, и когда там некоторые очень высоко, скажем, поставленные чиновники, наши партнеры, скажем так, с Российской Федерацией выступают и нам рассказывают о каких-то необыкновенных благах с гармонизацией. Но иногда порой эта гармонизация идет в противоречие с нашими, понимаете, национальными и экономическими интересами. Мы и так можем в такую зависимость, мы и так все время декларируем, что мы идем независимость, суверенное государство, но в то же время такие жизненно необходимые отрасли должны быть в ведении государства, нашего народа, и все это должно открыто обсуждаться и открыто
знаете, вести диалог. Мы же призываем не то, что только критиковать, как бы, знаете, сейчас у нас у фонда такой лозунг, мы не только говорим о проблемах, мы и предлагаем решение этих проблем, и мы готовы садиться с любой исполнительной властью, говорить о них, принимать решения, где-то предлагать свои программы, свое решение. Поэтому вот хочу сказать, что огромное спасибо, на самом деле, что сегодня пригласили нас. И могу сказать одно, что даже вот, знаете, как все равно, как бы мы ни говорили, сложно, не сложно, но тем не менее все равно у нас как бы гражданское общество все равно обеспокоено. Даже вот эти вопросы, когда Пицунской госдачей стали вопросы, как общество начало реагировать, вопросы энергетики. Мы даже знаем вот примеры, сколько вот в странах, даже касаемо, когда энергокризиса возникает, как гражданское общество сразу начинает это высказываться, проявлять там свои права, свои требования. И это очень важно. Мы-то не пытаемся нарушать ни Конституцию, ни законы. Мы хотим так, чтобы это было по справедливости и по равенству. Вот это самый главный постулат, который мы сегодня как раз и ведем об этом деле. Спасибо. Арта сцара, квадары и удуя сцару поп, ганкахала, а философия сцару. Дыч ганкахала, яхозер, азины и qarara, равноправие, аяшара, справедливость, ажлар, ацарадыр, това, есхуцу сцару про, исымша избанок зархара абста зарже, яхнарбот, исымша, яхчурцу табас асцаруква, абартажуква, яхчурцу. Хара яхтaqzam, аха абризик яхтагыла зааща нубу, политика тагыла зааща ма айнуqu ма усуома, исымша бас абарт асцаруква сцурцу. Наски истахан яхгвала харашурц зурабачба яжуква. Ацакас хот. Азакон хацнымqыр, аҳәынҭқарра ҳзаргылаӡом. Уи баша имҳәаӡеит ауаҩ ду. Иашоуп, азакон ҳацныҟәароуп, аха ҿырԥшыгас иҳамеи иахьазы. Ахәыҷы ими ҿырԥшыгас ашколаҿы, ахәыҷы ими ҿырԥшыгас аҩны, дандәылҵуа адәахьы иеиуеиԥшым азҵаарақәа дзықәшәо, иибо акоуп. Азин ҳамоума ҳара иахьа, азинқәа ҳара иҳамоуп. Ҳара иҳамоуп ҳара ҳконституциа. Ҳара ҳконституциа ҳара ҳзинқәа иахьчоуп. Аха азин ҳамоума аҵараҵара? Аҵараҵара азин ҳамоуп. Аусура азин ҳамоума? Азин ҳамоуп. Аха даҽа зҵаарак сымоуп. Абри ашкол аҵара зҵо, ақалақь аҿы, ақыҭаҿы аҵара зҵо. Рзин рзеизҟазаара еиԥшума? Уи социалтә аиашара рҳәоит, азҵаароуп, даҽа зҵаароуп, аха еидҳәалоуп арҭ азҵаарақәа. Ашколоума, аусура умцоума, абарҭ аиаша нумбо. Ақьаадаҿы зегьы ԥшӡаны, ииашаны иануп, аха ауаҩԥсы анхаҩы исыҽны дгыланы аус иуот. Атирахәаԥшра дахәаԥшуан. Дмаԥхьозар дахәаԥшуан. Ражәи руси иибо иаҳауеи иахьа. Иҟеи, иаҳҳәо акоуп, иҟаҳҵо даҽакоуп. Ҿырԥшыгас иҳамеи. Абыржәы ажәабжьқәа ицы-иҵәҩацы, ачба дҭаркит, пистолет. Абџьар ныҟәигон ауаҩԥсы. Даҽа зҵаароуп. Сара азин сымаӡам, абџьар ныҟәгара, даҽаӡәы имоуп. Ижәны даазаргьы, машьына дақәтәаны, аҩны дцома, ачарахь дцома, даума, ижәны даауа, дааныркыло доурышьҭуа. Сара саурышьҭӡом, иаҳҳәап. Избан, абри аиашароуп. Аиашара, абарҭ азҵаарақәа ишықәнаго еиԥш, иаҳмыӡбозар, иаҳҳәап азҵаарак, Пицунда азҵаара, адача азҵаара. Аӡәыр ишәаҳахьама, сара сыҩны сҭиуан, абри сгәылагьы ҩны исҭиит, исҭахӡамызт, аха абас агха сыхьит ҳа.
џьарак рышәаҳахьама бҩыза? Ҳара ҳгазны ҳарԥхьаӡо, ма дара профнепригодность ҳәа иҟоуп абас, ма абас инҵаны аҩныҟа ицароуп. Убри сара сгәаанагароуп. Избан акәзар, ахада иҳәеит аинвестициақәа ираҳҭароуп, посол рҳәеит уи акы, аминистрцәа рнапы аҵарҩит, иқәгыланы ирҳәеит иаҭахуп. Нас, мышқәак раԥхьа, уи аамышьҭахь изҳәода аурысцәа делегациа. Уи сара акофе, акаҳуа ижәу џьара акафеаҿ акәӡам исҳәаз. Арҭ иҳараку аҭыԥқәа аанызкыло ауаа роуп. Иҳарҳәоит агха ҳахьит ҳа. Шәазхәыци, иахьа ҳадгьыл шьала икәабо ҳконституциа, ҳақәԥаны ҳхьыԥшымра ҳзаазгаз ицтәи амш ижәдырут иҭахаз ахәыҷқәа абри зегьы иҟалеи ҳахьи? Иҟалеи? Убри ҟамлаӡои хәҷык азхәыцра? Сара мап сцәыскозар, абри апозициа оуп ҳа мап уцәаҳкуат, уиашаӡам ҳа. Уиашаӡам. Аҳәынҭқарра ргылара сҭаху? Ӡырҩыроуп. Аха тоже надо уметь слушать. Иҟаҵатәи, сара сгәаанагарала иҟоуп ҳара ҳҵасқәа, ҳқьабзқәа, иҟоуп ҳзаконқәа. Азакони ҳара ҳқьабзқәа, иахьатәи азаконқәа еицныҟәоит макьана, иҟоу ҳзаконқәа. Аха ҳара иҳадыргыло, ҳара иҳтәӡам. Иҳадыргыло. Ҳара иҳтәӡам. Убри инеиқәыршәаны ашколқәа, ахәыҷбаҳчақәа, аҭаацәа, убрантәи ахәыҷы убас дҳааӡароуп, дуаҩхароуп, ауаҩы дҳааӡароуп, аԥсуа доуҳа агәаӷь илаҳҵароуп. Убри ҟаҳамҵар, иҟаҳҵоижьҭеи ԥыҭк ҵот, аха иаҳзааӡом, шәымбои, иҳзыҟаҵом. Аԥсуа бызшәа ҳҳәоит есымша астолгьежьқәа рҿы, аԥсуа доуҳа ҳҳәоит, азинқәа рзы ҳцәажәоит, аха практика иаҳәоит, практика даҽакоуп иҳәо, амалоуп иҟоу иахьа. Иахьа иҟоу рыцәала исҳәоит капиталистический социализм или капиталистический коммунизм. Адгәыру, иуҳәаз иашоуп. Партия, ашкол иҭаз апартиоуп ирбаз. Абри зегьы ирбо абыржәы транслируют на нас. Ҳара иҟаҳҵар, ражәа ҳацныҟәар рҭахуп. Сара уаҵәы сҟамлар ҟалоит. Схәыҷқәа аанхоит, ирысҭоит. Уаҵәы азҵаара сиҭоит. Ухәыҷы аҵаара иҵоит. Амузикоума, абирҵәыроума, ма иҳәап футболоума. Ԥхьаҟа дызлацои. Уаҵәы ианибо иара, сара абри апартиа садгылар, аҭыԥ сырҭоит ҳа. Аԥеиԥш Аԥсны ҟалаӡом, аҳәынҭқарра ҟалаӡом. Уи шәара ижәдыруት, ҳаргьы иаҳдырут. Иаҳдырут, аха абри ҳажәа ҳуси имаӡам, иҳахьи. Аҿар иҳамоуп, Пицунда азҵаара ижәбахьеит, аҿар иқәгылеит, даара сгәы иахәеит. Насгьы сгәышьҭырхит, ҳгәышьҭырхозаргьы ҟалап, абарҭ аҿар рыбжьы ҭыргеит, аха исхаҭыргеит. Еиҭа аиашаразы рыбжьы ҭыргеит. Убри аиашаразы есымша ҳаиқәԥоит ҳара аԥсуаа. Ушьҭа аҩныҵҟа ҳаиқәԥо ҳалагеит. Уи аҳәынҭқарра ус иҟоуп иара. Аҳәынҭқаррақәа рҿы нас аимакаиҿак, аполитикагьы аганахьала аиеи, аха иула ишубо, уԥсра нуцәаӡо, уи даҽакоуп, аӷа данубо, дудыруот, аха аӷа данумбо, уҩыза иоума, уашьа иоума, дызусҭада, ԥарала ԥсҭазаара ргылара иашоума, апринципқәа ҳцәыӡма, ҳдоуҳа абаҟоу, ҳазлацәажәо иахьа. Афилософиатә зҵаарақәагьы ҳалацәажәоит, апрактикатә зҵаарақәа ҳалацәажәоит, аха шәхаҟа ԥеиԥш иаҳбои, алҵшәа ҳбома, аҿар иҳамоуп. Ҩажәак сҳәоит,
нас хыркшотся тамыз. Абри конституция харай хаму. Абри преамбулы чиенуп. Абри конституция харай хадахкалыйт. Ажлар. Хара ажлар. Ахюнткарра. Азин яхти. Абри ахюнткар. Ахюнткарра ргылара. А конституция езыху алла. Аха юрист Саид Гизердава ишейхот шастца. А комацаму куаму, а юриспруденция у вас. Абри конституция ишейхала. Запрет должен быть какой-то на определенные вещи. В конституции напрямую должны быть написаны. А не вот это лавирование под застройку апартаментов, потом продажу. Это же не продажа земли. Понимаете? И это все юридические тонкости. Но эти тонкости наше общество погубят. И государство. Конечно, очень интересное равенство и справедливость. И равенство и справедливость, оно имеет различные свои отражения в различных аспектах жизнедеятельности нашей республики. Я вот сегодня затрону такой момент, который связан больше с экономикой, то есть, можно сказать, экономическая справедливость, то какая модель государства сегодня у нас вообще присутствует, в каком направлении в экономическом плане, в каком направлении наше государство движется, все минусы и плюсы. И попытаюсь, я понимаю, что у нас регламент, со временем немножко плохо, попытаюсь покороче. Вот. Я хочу обратить внимание на то, что в республике идут активно процессы разгосударствления текущих государственных активов. Вот, то есть то, что раньше было национальным достоянием, находилось в государственном секторе, в последнее время множество объектов оно открывается для доступа частного капитала. И также хочу отметить один момент. Вот недавно произошло событие, связанное с Ишерской спортбазой. Вот, когда это событие объявлялось о том, что вот необходимо частному инвестору передать этот объект, который пока на сегодняшний день он находится в структуре комитета по делам молодежи и спорту. Вот. Я хочу на примере вот этого события объяснить, рассказать более подробно, понятно, простым языком, каким последствиям подобные явления в экономике приводят. Что такое частный сектор, что такое государственный сектор и как это отражается на жизни простых граждан. Ну, начнем с того, что, будучи этот объект в государственном секторе, то есть на данный момент государство, несмотря на то, что он находится в таком полузапустелом состоянии уже длительное время, но когда в структуре государства находятся подобные спортивные объекты, государство имеет возможность напрямую корректировать, взаимодействовать с гражданами республики, внедрять программы на государственном уровне по развитию спорта. Фактически, если этот объект отчуждается от государства, государство лишает себя определенных инструментов, которыми могли бы служить для того, чтобы наши граждане, все граждане республики имели возможности доступа к этому ресурсу, доступа к тому, чтобы развивать тело и дух. Вот. И также хочу подчеркнуть одну сущность. Дело в том, что частный сектор, особенность частного сектора заключается в том, что главный приоритет – это извлечение прибыли. И частный сектор – это та доля нашей экономики, где государство не имеет прямого контроля. Вот. И фактически получается, что мы берем государственный объект и делаем его достоянием частного капитала. Так как для частного капитала главный приоритет – это извлечение прибыли, надо понимать, чтобы граждане имели доступ к этому объекту, значит, нужно оплачивать ежемесячный абонемент для того, чтобы пользоваться этим объектом. Потому что частный сектор – это прибыль. То есть это надо понимать. То есть фактически государство уже заведомо себя берет, передавая в частные руки спортбазу в Эшерах, заведомо лишает себя дополнительного механизма для того, чтобы в дальнейшем на программном, на государственном уровне развивать спорт в республике. То есть мне это событие очень не нравится.
Вот, я просто что хочу сказать, то есть нам необходимы сейчас люди, именно государственники, люди с государственным мышлением, для того, чтобы понимать, а не бизнесмены и не коммерсанты, для того, чтобы все вот это брать вот таким образом и отпускать в такие дикие капиталистические дебри. Вот. И еще один момент хочу важный дополнить, что то есть вот если взять в совокупности вот, и посмотреть с высоты птичьего полета на всю эту ситуацию, и с учетом того, что множество текущих объектов становится доступным для частного капитала, надо понимать, что эта модель, она не везде подходит. Дело в том, что вот, например, если говорить о Соединенных Штатах Америки, вот давайте затронем медицину. Вот что касается медицины, дело в том, что на государственном уровне медицина фактически она недоступна. Вся медицина, она существует в частном секторе. И государство единственное вот, может проявлять свою заботу в отношении очень такого маленького сегмента общества. Это ветераны войны, допустим, там вьетнамской какой-нибудь, и душевно больные. Все остальное отдано на откуп частного сектора. Что это значит? Это значит, что если вы не можете себе позволить страховку какой-нибудь частной клиники, то вы запросто можете умереть дома. И вот сегодняшняя тема, если мы говорим о равенстве и о справедливости, на данном этапе дело в том, что вот та экономическая модель, которая у нас присутствует, и то, каким путем мы идем, вообще в плане экономического развития, у нас именно регресс наблюдается. Вообще о прогрессе даже не может быть и речи. То есть у нас фактически отсутствует крепкий средний слой, у нас очень большое расслоение. То есть либо есть богатые очень, их, можно сказать, не большинство, а меньшинство, и люди, которые, допустим, имеют очень низкий уровень финансового достатка. И если мы говорим о социально ориентированном государстве, то государство должно в плане вот именно государственного сектора важные стратегические направления оставлять под собственным контролем. Если государство этого не делает, значит вот эта часть общества, которая более социально не защищена, с низким уровнем достатка, она фактически становится отрезанной. Вот на примере спортбазы. Надо понимать, что представители частного сектора извлекают прибыль, и нужно будет оплачивать ежемесячный абонемент. Тогда для какой-то части граждан эта спортбаза будет недоступна, и государство в этой области потеряет контроль. Аналогично, что касается и здравоохранения, потому что в здравоохранении у нас вообще непонятная ситуация, у нас республиканские формы собственности непонятным образом соседствуют с частным сектором. То есть все то, что касается энергетики, опять же, подъем тарифов, если нету крепкого среднего слоя, то подъем тарифов это тяжелым бременем ляжет на плечи простых граждан. И тут возникает вопрос, вообще для кого мы государство строим. Как получается так, что мы строим государство для какого-то отдельного привилегированного слоя, который сможет себе за деньги позволить заниматься спортом, например, а остальная часть граждан будет отрезана. Я не буду затягивать, эта тема очень долгая, детальная, то есть я основные вещи смог передать, я думаю. Скажу следующее, хочу завершить тем, что сказать, что наше государство, оно должно быть социально ориентированным, и государство, власть, она должна оставлять необходимый контроль за счет того, чтобы государственный сектор превалировал над частным сектором. Дальше уже потом, когда мы сможем все-таки развить экономическую составляющую, у нас появится крепкий средний слой, да, мы сможем частично как-то переходить на вот эти капиталистические рельсы, принимать частный сектор, который дополнительный будет перечень услуг оказывать населению, вот, но пока мы к этому не готовы. Поэтому я считаю, что больше должно быть государственного контроля, и вот эти процессы разгосударствления текущих государственных активов, эти все процессы необходимо остановить. Все, собственно говоря. Спасибо большое, очень было интересно. Спасибо за то, что пришли. Спасибо нашим телезрителям. Я думаю, что очень много было и положительного сегодня. Я полностью согласен с Саидом Бе, что наше законодательство должно, конечно же, соответствовать нашим традициям, нашей культуре, народовластию.
Псифила Югезер, Хшила Цара Атахоп. С Саидом я согласен, что дальнейшая концентрация власти в одних руках, она эффекта не дает и не даст. И пожелаю всем вам и нашим гражданам всего хорошего в наступающем новом году, хорошего настроения, позитива. А в Кахаратахдзам все будет, я думаю, поэтапно, постепенно придем к той справедливости, о которой вы сегодня говорили. Спасибо большое.